Ассаламу алейкум, сахамсирам мягкой. Приветствую вас на нашем втором выпуске и надеюсь, наше первое видео было для вас интересным, и вы с удовольствием посмотрите второе. А я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы это видео было для вас интересным и полезным. Сегодня мы с вами узнаем, что такое дифтонги, как предлог «ма», используемый с прилагательными и глаголами, может менять их значение, местоимение и как в ингушском языке местоимение «мы» может выступать в двух разных значениях. И еще мы разберем с вами указательные местоимения, как в единственном, так и в множественном числах. Давайте приступим к делу. И что же такое дифтонги? Дифтонги – это сочетание двух букв, образующих свой звук. Попрошу не путать с абруптивами, так как дифтонги – это просто сочетание двух самостоятельных букв, что выдают свой звук, в отличие от абруптивов, что сами по себе являются самостоятельной буквой. Так вот, вернемся к нашим дифтонгам. Есть три дифтонга. Первый образуется сочетанием букв О и А и выдает звук ОА, как, например, в слове лоа – снег, лоа, или же уалхазар – птица, уалхазар, туа – сметана, туа. Следующий дифтонг – это сочетание букв О и В, и звучит это как оу. Например, слово доу – спор, звучит как доу, хотя пишем мы дов. Или же ноукост – товарищ, пишем новкост, слышим ноукост. Далее идет слово коу – двор, пишем ков, слышим коу. И последний наш дифтонг дает сочетание букв У и В. Это самый интересный дифтонг, так как звук его необычен тем, что буква В в этом дифтонге звучит как бы приглушенно. Можно сказать, что она находится как бы в степени. И давайте лучше разберем на примере. Ну, веник. Наше В звучит как бы еле слышно. Ну, хотя пишем мы нув. Или же ду, клятва. Здесь мы также В слышим очень приглушенно, хотя пишем мы ду. И давайте перейдем к нашему предлогу ма. В зависимости от того, используется предлог ма с глаголами или прилагательными, он выполняет разные роли. Если мы используем его с прилагательным, то он у нас усиливает значение сказанного, так сказать. Например, если мы скажем «мекавахо», то это означает «ты ленивый». Ну а если мы скажем «мамекавахо», то это будет означать «какой же ты ленивый». «Мамекавахо». То есть мы сразу видим, как наше «ма» усиливает значение от сказанного нами. В случае с прилагательными «ма» можно перевести «какой же» или «как же». Ну а в случае с глаголами наше «ма» играет буквально противоположную роль. Оно выступает даже не сколько как отрицание, а сколько как некий запрет. Например, «ец искоч» означает «купи это платье», а если «маец искоч», то «не покупай это платье». Теперь давайте перейдем к нашим местоимениям, что является главной темой этого урока. Наши местоимения в единственном числе в первом, втором и третьем лицах. Я – со, ты – хо, он, она – это из. Да, одно местоимение «из» отвечает за все три, что мы используем в русском языке. Как определять, какое из местоимений имеется в виду, мы с вами узнаем на нашем следующем уроке, когда разберем классы имени существительного в ингушском языке. Перейдем к множественному числу в первом, втором и третьем лицах. Мы, вей, тхо, вы, шо, уж, они. Все довольно просто, но почему же местоимение «мы» выражается у нас аж двумя словами? Дело тут в том, что когда мы говорим «вей», то имеется в виду «мы», включая всех участников нашего диалога. Например, если кто-то из ваших друзей спросит, куда мы идем, «мича долхвей», и мы ответим ему «тика это долхвей», «мы идем в магазин», то наш ответ будет означать, что мы и его включаем в совершаемое нами действие. Ну а в случае с «тхо», то человек, с которым ведется диалог, не является участником совершаемого нами действия. И если вас спросят «мича долхшо», куда вы идете, то вы уже ответите «тика это долхтхо». Переводиться это тоже будет «мы идем в магазин». Но при этом из ответа будет ясно, что тот, кто задал вам этот вопрос, не является частью процесса и не идет с вами. Давайте разберем еще пару примеров. Фудувей. Что будем делать? Мы можем ответить, к примеру, ара долхвей. Мы идем на улицу. Вместе с тем, кто задал нам этот вопрос. А если же вопрос будет, что вы делаете? Фуду уаш. То ответ уже будет другой. Ара долхтхо. Мы идем на улицу. С тем же переводом.
только подмечая, что задавший вопрос не является участником нашего процесса. Разница между «в» и «то» — это еще и прекрасный способ избавляться от людей. Просто используя нужное вам местоимение, показывать им, что никуда они с вами не идут и ничего они с вами не делают. Хотел бы еще подметить, что определять, какое местоимение нам необходимо, можно еще из самого вопроса. То есть, если нас спрашивают «И школе долхивей?» мы идем в школу, то из вопроса сразу становится ясно, что вопрос этот задает человек, что совершает или собирается совершить вместе с нами какое-то действие. А если же вопрос будет строиться «И школе долхи шо?» вы идете в школу, то и тут из самого вопроса ясно, что задающий вопрос не является частью действия, что мы совершаем или собираемся совершить. Давайте приступим к указательным местоимениям. Указательные местоимения в единственном числе. Их два – «ер» и «из». Оба эти местоимения означают «он», «она», «это», «этот». Но разница между ними в том, что «ер» мы используем в отношении того, кто физически находится рядом с нами. Например, «ер савоша в» – «это мой брат». Скажете вы это лишь тогда, когда этот самый брат находится рядом с вами. А «из» мы используем в отношении того, кто находится физически далеко от нас. Возьмем такой же пример. «Из савоша в». И давайте перейдем к множественному числу. Тут также два местоимения – «ераш» и «уж». Оба эти местоимения обозначают «они» и работают по тому же самому правилу. «Ераш» мы употребляем в отношении тех, кто физически рядом с нами. Например, «ераш савежари б» – «это мои братья». И эти самые братья должны в момент этой фразы быть рядом с вами. А если мы скажем «уж савежари б», то это означает также «они мои братья», но в том случае, когда эти братья далеко от вас. Но данным правилом разговорные речи довольно часто пренебрегают и используют то местоимение, которое им более удобно. Я могу посоветовать вам использовать «ер» и «ераш», указательные местоимения, используемые в отношении тех, кто рядом с вами, в тех случаях, когда данный человек или люди находятся непосредственно рядом с вами, а во всех остальных случаях прибегать к «из» и «уж». Это местоимение, используемое в отношении тех, кто далеко. Ну а наш с вами второй урок подходит к концу. Надеюсь, данный выпуск был для вас полезен и интересен. Оставляйте свои комментарии, как хорошие, так и плохие. Ваши отзывы помогают нам становиться лучше и работать над собой. Подписывайтесь на инстаграм ассоциации ГАЛ, ссылка будет в шапке профиля, а также на мой инстаграм English Education, где вы найдете еще много полезной информации на тему ингушского языка. Ну а я с вами прощаюсь до следующего воскресенья, когда выйдет наш третий выпуск. Дал эхту бог клапшон. Ассаламу алейкум.